Сегодня второй день наших летних учений Барлок. И по этому случаю я хочу поприветствовать всех присутствующих. Эти учения посвящены истокам тайной мантры. И учение тайной мантры, истоки тайной мантры посвящены истории, как зародилась эта традиция. И, возможно, хотя и учение называется «Истоки тайной мантры», в этот году мы не дойдем до самой темы Ваджраяны. И, возможно, вы задаетесь вопросом, когда же мы дойдем до самой истории тайной мантры Ваджраяны. Ну, я хочу рассказать обо всем постепенно, поэтому то, о чем я хочу говорить сегодня, это жизнь монашеской санхи, либо жизнь в сообществе монахов, как жило сообщество монахов. И что-то слайды очень быстро перескакивают. Теперь нормально. Итак, прежде всего я хочу говорить о том, как жило монашеское сообщество в пособии о жизни Санхи. Описано довольно подробно, из чего состояла жизнь монахов и монахи. И первый вопрос, который я хотела бы рассмотреть, это как определялось старшинство в монашеской санхе. К примеру, и в обычном контексте общества мы разделяем старшинство среди людей, к примеру, в зависимости от возраста того либо другого индивида. И как же мы таким образом определяем старшинство в санхе. Старшинство в санхе отличается от общего принципа, поскольку в санхе старшинство определяется временем принятия обетов. То есть тот, кто принял обеты ранее, они считаются старшими по отношению к тому, кто принял обеты позже. И именно этим временем принятия обетов определяется положение в санхе. И это не зависит от собственного возраста, поскольку человек, который и старше по возрасту, мог принять обеты позже, и поэтому по старшинству в санхе он будет занимать низшее положение, чем младшие, кто младше, но принял обеты раньше него. И согласно времени принятия обеда определялось положение внутри монашеской санхи. Те, кто принял обеты ранее, они считались старшими по отношению к тем, кто принял обеты позже. И те, кто принял обеты позже, они считались младшими, менее важными. И в Винае нигде нет упоминаний о том, что просто старшие по возрасту люди обладают старшинством. В Винае нет таких упоминаний.
примеру, в наши дни пожилые люди, пожилые люди, например, если 80 лет, и молодые люди, кому 20, если те, кому 20, приняли обеты ранее, то они будут сидеть как более старшие по отношению к тому, кто принял обеты позже. Другое, что важно, что нет традиции разделять старшинство согласно духовному постижению, уровню духовного постижения либо реализации. То есть абсолютно все равно, каков уровень реализации. Старшинство определяется исключительно временем принятия обетов. Никто не может, никому нельзя сказать, что у этого человека более высокая реализация, поэтому он обладает старшинством. То есть в монашеской санхе все определяется правилами, содержащимися в Винае, и в Винае старшинство определяется исключительно временем принятия обета. И позвольте мне немного отвлечься от этого. Обычно в обществе мы обычно считаем, что старшинство определяется возрастом. Но, как я уже заметил, в Винае нету такого принципа. И то, что касается тантраяны, мантраяны, старшинство определяется уровнем мудрости, постижения мудрости, духовного постижения. Но это касается лишь традиции тайной мантры. Но в том, что касается тибетской традиции, тибетская традиция отличается от классической традиции Винае, поскольку в тибетской традиции тот, кто наиболее почитается, кто имеет более высокое положение, будет сидеть на более высоком сидении. Именно высотой сидения определяется степень почитания в сообществе. Как говорится в тексте Карма Чагмари Паче «Горная дарма», есть такая песня, которая называется «Песня о высоких и низких тронах и титулах». В ней говорится, что все эти троны и прочее пришли в Тибет из китайской имперской традиции. Во время правления династии Моголов и династии Минг в Тибете, в Китае многие тибетские ламы стали учителями для китайских императоров. Это произошло во времена периода правления моголов, династии Минг, а также династии Цинг. Именно тогда многих тибетских лам приглашали ко двору китайских императоров, и они получали титулы при дворе китайских императоров. К примеру, во время правления династии Мин Кармапада Шишакпа был учителем императора китайцев. Затем во время Цинг это был Далай-лама, кто стал главным учителем императора Китая. Кроме этого, многие другие ламы ставали учителями императоров Китая. И когда они ставали учителями императоров, то все должны были почитать их. Почему? Потому что устанавливалась прямая связь. Тот, кто не уважал учителя императора, не уважал самого императора. Именно поэтому учителя императоров, они особо почитались, их сажали на высокие троны.
играли на музыкальных инструментах, таких как елинги, когда такие учителя входили куда-либо. И, и эта традиция берет свое начало именно из Китая. Однако, если мы спросим, является ли все это важным с точки зрения дharma, ответ будет, с точки зрения дharma это все является неважным. К примеру, у нас есть отцы-основатели традиции, как ли не так ли, такие как Марба, Милареба, Гамбоба, первая Кармапа, Дисун Кемпа, Гамбоба. Также есть защитник Дрюку, Таклон, Кампа и другие мастера. Все они являются высокоорганизованными мастерами, по сути, Буддами. Обладали они каким-то положением, дарованным им императором? Были ли у них какие-то особые красные печати, дарованные им императором, либо троны? Ничего такого у них не было. И даже в том, что касается младших линий Кагью, происхождение восьми линий Кагью, все 8 линий, младших линий Кагью происходят от Джувана Пакмадрупы. И есть упоминание о том, что когда он даровал посвящение, наставление, собрание из 5800 людей, и во время этих подношений они все держали над головами зонты, что обычно считается невежливым. И кроме того, если мы взглянем, как он сам, на чем сам он сидел, когда даровал это посвящение, то говорится, что сидел он на обычной подушке для сидения. То есть его сидение было очень низким. И не то чтобы его это как-то обидело, либо огорчило, что я такой важный лама, сижу на таком низком сидении. Ничего подобного. Есть еще одна интересная история, касающаяся этого. Это история об ученике Милареба, который считается сердечный сын Милареба по имени Ричумпа. Гампапа считается сыном, который был подобен солнцу, а Ричумпа сыном подобным луне. И говорится, что однажды Ричумпа, даже Джакпа, он отправился в монастырь Кадам, к традиции Кадам, и для того, чтобы выпить чай. И когда он пришел в этот монастырь, он увидел, что в монастыре в рядах сидели монахи монастыря. Однако в традиции йогинов он не носил монашеские деяния, он носил белые одежды. И поэтому, когда он сел в конце ряда монахов, мастер дисциплины сказал, ты как белый козел, который не имеет права сидеть во главе овец. И с этими словами его вышвырнули во дверь. И они захлопнули дверь за ним. И все это так быстро произошло, что он даже не успел толком выскочить, что его нога застряла в двери, что защемили ногу. И в результате это было очень больно. И когда это произошло, Ричумпа испытывал печаль, и в печали он спел песню. И когда один из гише, Кадам, который звали Гише Джайолва, это был очень высоко почитаемый мастер Кадам. Когда он услышал эту песню, он зародил веру, и затем пригласил Ричумпу и для того, чтобы получить от него учение, и в результате
принял его как одного из своих учителей. Такова история, которая произошла с Ричунгпа. Ему не разрешили сесть даже в конце ряда монахов. Однако в результате один из мастеров, когда принял его как своего учителя, что свидетельствует о том, что в действительности нет никаких различий. Все эти титулы не имеют ничего общего с познанием и реализацией в Дharме. Есть еще одна другая история, в которой рассказывается о монастыре Сакья. Говорит, что в монастыре Сакья был мастер, которым жил мастер по имени Цангак Цондру Сангье. Я не уверен, является ли это основной монастырь Сакья, либо какой-то другой монастырь традиции Сакья. Но как бы там ни было, в этом монастыре было большое дебаты по поводу того, как монахи должны были сидеть во старшинство среди монахов. И на следующий день этот мастер Санак Цундру Синге, ему не разрешили сесть во главе ряда монахов, и ему разрешили сесть лишь в конце ряда. Это его обидело, поскольку он считал себя ученым, мастером, и поэтому он обиделся, когда его не посадили во главе. И на следующий день, во время проведения пуджи, он привел на эту пуджу осла, и этого осла он одел в монашеские одеяния, шандапы, другие одежды Дharмы. Он привел этого осла в главный храм и привел его к началу монашеского ряда. Когда это увидели другие, они спросили, почему ты привел осла в храм? На это Сангак ответил, если вам нужен тот, кто обладает хорошим голосом, то вот как раз я вам привел подходящего кандидата. Он заслуживает того, чтобы сидеть во главе ряда. И то есть, что он предложил, пусть этот осел станет Умзе. Он имел в виду, что Умзе обычно сидят во главе ряда, хотя у них может не быть никакой духовной реализации, у них просто хороший голос, поэтому они сидят во главе ряда. Поэтому он сказал, у этого осла хороший голос, и я его красиво одел, так почему бы ему не сидеть во главе ряда? То есть это то, что он сказал. И Карма Чагма говорит, что в том, что сказал Цанак, есть нечто важное. Он имел в виду, что если кто-то обладает качествами и реализацией, то даже если такой человек сидит в конце монашеского ряда, то этот конец становится началом. Однако, если у кого-то нет никаких качеств, понимания Писания, нет никакой реализации и либо чистой дисциплины, и если даже кто-то такой сидит во главе ряда, то для Будды Бодхисаттв это будет подобно тому, что кто-то сидит в самом конце. То есть, что важно, это реализация и опыт, а не место сидения в монашеском ряду. Кроме того, в Тибете есть другой способ определения места для сидения. Эта традиция называется, сказать, хаотическое определение, либо кто первый добежит. Как это происходит? Открываются ворота монастыря, и все бегут как можно быстрее. И кто прибежит первый, тот и садится во главе ряда. То есть все бегут как можно быстрее для того, чтобы занять свое место. Это такая
традиции, которая, как я слышал, существовала раньше в Тибете. И я слышала об одном монастыре, я не хочу называть в каком. И так в этом монастыре все бежали очень быстро для того занять свое место. И в чем смысл этой традиции? В том, что большая толпа создает связь с большой санктой, то есть все монахи равны, и кто первый прибежит, того и место. И есть еще другие подобные виды соревнований, что, к примеру, тот, кто прибежит первый и заберет подушку для сидения первый, тому даруют яко. И для того, чтобы получить такого яко, все бегут, толкаются, дерутся, кровь, сопли во все стороны, поскольку все пытаются заполучить эту подушку для того, чтобы получить этого яко. И затем в конце время позже мы видим, как у всех там кровоподтеки, синяки, ссадины. Ну, такие странные обычаи были когда-то у нас в Тибете. И на самом деле все эти места для сидения, старшинство и определяющее место для сидения, это все на самом деле не важно, это создает лишь проблемы. К примеру, владыка Геландрупа говорил, что 8 мирских дарм, 8 мирских забот происходят из этой заботы о том, где кто сидит, в каком статусе обладает. И если мы взглянем на историю, то было довольно много конфликтов, больше, чем несколько конфликтов, которым как раз все это соперничество и начиналось с того, что разные мастера были недовольны тем местом для сидения, которое им высотой трона, которое для них было подготовлено. И когда мы приглашаем большого ламу в традиции Кагья, либо другой школы, то мы больше всего волнуемся о том, не о том, как принять его, а о том, как подготовить высокий трон для его сидения. И также о том, кто должен сидеть с его правой стороны, либо с левой стороны. И тогда все организаторы таких визитов ссорятся и спорят о том, как это нужно делать. И когда спрашивают мое мнение, поэтому моего мнения, то, что я говорю, то когда мы приглашаем кого-то, то нам следует выразить им почтение и не обидеть, но важно не обидеть их. И для этого нам нужно посадить их на более высоком положении. И это никаким образом не уменьшает наше собственное положение, если мы сядем ниже, чем они. И наоборот, если мы себя посадим выше, чем приглашенного мастера, то таким образом мы унизим себя. Именно поэтому очень важно определять это с мудростью и с пониманием, в чем вообще смысл всего этого. Обычно можно услышать, что Кармабе такой статус в Тибете и Китае, что никто не должен сидеть на троне выше, чем он. То есть тот, кто говорит так, то этот человек не очень мудрый и обладает малым пониманием. И то, о чем я говорю, это лишь мое собственное видение, мое собственное понимание. Итак, давайте вернемся к нашей основной теме. В Винае старшинство определялось время принятия обетов, и именно это самый простой и прозрачный способ определения старшинства. Все остальное является отходом от традиции. Следующее, о чем я хочу говорить, это в чем же все-таки заключалась жизнь Санхья. Как я уже упоминал,
монахи придерживались строгой дисциплины, и они должны были воздерживаться от любых чувственных удовольствий. К примеру, им не разрешалось кушать пищу после полудня. Кроме того, были очень строгие правила, запрещающие любые развлечения, занятия спортом и так далее. Все это было не разрешено. Также с момента, когда они просыпались утром, и до того момента, когда они ложились спать вечером, они должны были посвящать себя лишь практике дармы. К примеру, после того, как монахини вставали утром, они умывались, одевались, а также отправлялись к своему наставнику, кем был либо Лапону, и вместе с ним изучали дхарму. И раньше любые учения даровались устно, то есть необходимо было отправиться к учителю. Они тогда даровали учение устно, и ученики повторяли за учителем устно для того, чтобы запомнить это. И говорилось, что просто после повторения, после трехкратного повторения они были способны запомнить на память то, что должны были. И именно таким образом Кимбо и Лапоны даровали эти передачи. И все, что слушатели могли запомнить, это и было запомнить это то, что это та дарма, которую они получали. И кроме того, они должны были не только посвящать себе изучению, но также созерцанию смысла того, что они изучали, и также посвящать себе практике медитации. И в то время, когда Будда был жив, тогда все также могли отправиться к Будде для того, чтобы спросить у него учения, а также задать вопросы для того, чтобы рассеять какие-то свои сомнения и недопонимания. Итак, затем, после всего этого, до полудня было необходимо пойти в деревню для того, чтобы получить пищу. Поэтому монахи отправлялись в деревню для того, чтобы просить милостыню, и они должны были закончить этот обход и вкусить пищу до полудня. То есть после полудня есть не разрешалось. В тибетских переводах говорится много о том, почему важно ходить за сбором подаяний. К примеру, такие обычные объяснения и более глубокие объяснения. К примеру, монастырь обычно находится где-то далеко от города либо деревни. То есть такое удаленное место уединения. То есть для того, чтобы получить еду, нужно было отправиться в место селения людей. И это хорошее упражнение, поскольку нужно пройти довольно большое расстояние. Это способствует поддержанию хорошей физической формы. Это хорошо для тела. Кроме того, поскольку необходимо поддерживать дисциплину, не вкушать пищу после полудня, то это то, что показывало домовладельцам, что монахи не отличаются, что у них чистая дисциплина, и они таким образом уважали монахов за их дисциплину. И, кроме того, когда такие подношения делались, то монахи очищали эти подношения, и это было такое важное подношение, очищение подношения, что приносило благо другим. Кроме того, это сам этот процесс, либо традиция просить пищу, это очищало поведение. Почему? Потому что благодаря этому монахи и монахини
освобождались от гордыни, они развивали терпение и также скромность, поскольку они должны были просить о пище. И монахи и монахини ели вкушали пищу лишь один раз в день. И должны были закончить эту трапезу до полудня. После полудня ничего есть не разрешалось. И в переводе Виная Сарвастивады, в тибетском переводе Виная Сарвастивады говорится, что главная причина, по которой монахиням, послушникам не разрешалось есть после полудня, то есть не просто запрещалось есть, но объяснялось, почему это запрещается. Это объяснялось так, что если вкушение пищи после полудня может вызвать ожирение, то есть кто-то может растолстеть, и также это приводит к притупленности всех чувств, то есть тупости во время практики медитации. Таким образом, это мешает практике медитации. Это создает препятствия для слушания, размышлений, медитации. Поэтому после полудня есть не разрешают. Но в тибетской традиции мы не так много посвящаем времени сидячей медитации, на дhyāna, медитативной концентрации. Однако, если основной практикой является медитативное сосредоточение, то очень важно поддерживать стабильность и ясность такого состояния. И ясности как раз препятствует тупость, состояние тупостью, не отсутствие сосредоточения. Кроме того, говорится, что есть одна проблема с тем, чтобы не есть после полудня. Например, люди, у которых определенные состояния, например, диабет, они не могут не есть после полудня, поскольку если они не будут есть, то у них может возникать дрожь в теле, и они могут испытывать большие страдания в связи с голодом. И это также вызовет трудности для практики слушания, разрешения, медитации. То есть это один из контраргументов, который также приводился против этого правила не есть после полудня. И поэтому для таких людей, кто испытывал такие особые состояния, у них были особые медицинские показания, то им разрешалось есть после практики. И после вкушения пищи монахи и монахини посвящали себя практике медитации. То есть они садились под деревом и практиковали медитацию. И затем, когда садилось солнце, сразу после захода солнца, они собирались в зале для собрания, в общем зале, либо в храме. И затем они обсуждали, как проходит их практика, сравнивали свою практику друг с другом, либо они отправлялись к своему наставнику, кемпу, либо лапону, и задавали ему вопросы, получали ответы на вопросы. Либо если Будда присутствовал в этом месте, в этом районе, то тогда они отправлялись к Будде для того, чтобы задать вопрос самому Будде. Вкратце, в то время образ жизни заключался в том, что они не посвящали себя мирским заботам. Они никогда не говорили о мирских делах, они говорили лишь о дарме, и они должны были посвящать себя только практике дармы, говорить лишь о дарме. Сейчас мы говорим о стольких разных вещах, например, мы говорим о политике и прочем. Монахам все это не разрешалось, они должны были посвящать себя
лишь практики дхармы. И это было очень строгое правило в то время. Затем, после того собрания, они должны были вернуться на то место, где они проводят ночь, например, свое место проживания в монастыре, либо место для сна, и затем они продолжали медитировать до того, как отходили ко сну. Таким образом, все виды деятельности повседневной жизни сообщества Сангья должно было осуществляться в соответствии с правилами Виная и с правилами поведения. И это был очень строгий кодекс поведения. И главной целью жизни монахов и монахинь была практика дхармы. У них не было никакой другой работы, именно поэтому все, что они делали, это посвящали себя слушанию размышлений и медитации для того, чтобы обрести плод нирваны. И зачем нужно было прилагать усилия в этой практике именно для того, чтобы обрести нирвану. И именно поэтому все монахи и монахини так прилагали такие усилия к этому. И похоже, что это такой вид жизни был совсем непростой. И давайте на этом перервемся на 30 минут. Так, следующее, о чем я хочу рассказать, это летний ретрит сезона дождей. Итак, говорится, что во времена жизни Будды и его ученики, монахи, постоянно путешествовали. Они путешествовали без какого-то особого плана. И затем они проводили определенное время года, период дождей, в затворничестве. То есть они не путешествовали во время сезона дождей. И именно эта традиция проведения затворничества во время сезона дождей, мунсонов, была связана с тем, что Сангха постоянно путешествовала, то есть не было какого-то определенного места жительства. Они постоянно переходили с места на место. И такое постоянное движение было главным аспектом их практики. И затем в будущем в Тибете также были такие мастера, бродячие йогины, которые постоянно переходили с места на место, и это заключалась их практика. Например, Милареpa постоянно переходил из места в место на границе Тибета и современного Непала. И эта традиция как раз и была сформирована во времена самого Будды, когда монашеское сообщество переходило с места на место. И никогда не оставалось надолго в каком-то одном месте. Однако каждый год в Индии в летние месяцы как раз идут дожди, то, что называется сезон летних дождей, либо сезон муссонов. И обычно говорится, что этот период начинается с месяца, который на санскрите называется Ашада. Это полнолуние июня, и длится 3 месяца. И это так называемое раннее затворничество в сезон дождей. И либо была еще одна дата начала такого затворничества. Это полнолуние июля.
Это месяц Шраваников. То есть было две даты начала такого ретрита. Первое полнолуние июня, второе полнолуние июля. И в наши дни в тибетской традиции в монастыре проводят летние затворничество, ретриты ярные. И поэтому я хотел бы немного больше рассказать о них. Есть несколько моментов, о которых я хотел бы привлечь внимание. Итак, у нас есть два этих периода. Ранний период затворничества, либо поздний период затворничества. И в Винае говорится, что необходимо 3 месяца проводить в таком затворничестве летом. Однако в наши дни большинство тибетских монастырей проводят ярне, летний ретрит, лишь на протяжении 1,5 месяцев, месяц с половиной. И вы, возможно, задаетесь вопросом, а на каком источнике, на каком положении в Винае разрешается пребывать в ретрите не 3 месяца, а лишь 1,5 месяца. В общем, когда мы проводим церемонию вхождения в летний ретрит, то мы даем обещание, что мы будем пребывать в нем 3 месяца. Однако, если есть обстоятельства, которые препятствуют такому пребыванию, то такой ретрит можно прервать. То есть нет такого обязательства, чтобы там ни было, пребывать в этом летнем ретрите 3 месяца. И в Тибете практика осуществляется на основе сутры Винай, которые формируют основу традиции Мула Сарвастивада. Что говорится в сутрах Винай? Говорит, что после того, как пообещали перебывать в ретрите 3 месяца, однако после этого вы знаете о том, что вместо затворничества скоро прибудет монах, либо монахиня, которая отличается конфликтным поведением, то тогда разрешается сократить ретрит. Кроме того, есть комментарий на Винай сутры, в котором говорится, что пообещав пребывать в ретрите 3 месяца и перед ним совершить ритуалы соджонг, очищения и восстановления обетов на новолуние либо полнолуние, то тогда разрешено сократить ретрит, провести лишь половину времени в ретрите. То есть половину, 1,5 месяца, либо 2/3, 2 месяца. То есть если есть какие-то обстоятельства, которые мешают пребывать в ретрите полностью все 3 месяца, то достаточно провести в ретрите половину времени, и все блага от такого ретрита будут получены. И в Винай сутрах и в комментариях говорится, что сделать половину означает сделать это. Поэтому если пребываем в ретрите половину 3 месяцев, то это всегда означает, что мы пребываем в летнем ретрите. Поэтому если мы можем провести в ретрите половину всего времени, то есть 1,5 месяца, либо 2/3, 2 месяца, то этого достаточно. Кроме того, в тибетских комментариях, таких как Цанкабу, комментарии Цанкабы и других, говорится, есть также комментарии Микио Дорши, который называется «Лик солнца». Говорится, что
если во время пребывания ретрита возникают какие-то проблемы, допустим, монах или монахини, которые очень конфликтны, либо возникают другие препятствия, например, недостаточно пищи, лекарств, нету помощников, которые необходимы для осуществления такого ретрита. То есть подобные трудности возникают во время его проведения, тогда нет необходимости пребывать в ретрите все 3 месяца. И вместо этого можно, даже если прошла половина этого 3-месячного периода, то этого достаточно. Самое главное, что я хочу сказать, как я уже упоминал, все определяется обстоятельствами. То есть если есть какие-то причины для такого исключения, лишь тогда разрешается сократить 3-месячный ретрит. А если особых трудностей нет, просто во время дарования обета, пребывания в ретрите, мы говорим, я буду пребывать в ретрите 3 месяца, а потом сам ретрит проводится лишь 1,5 месяца, то это довольно странно. Это просто традиция. Для этого нет источника вины. Трудно утверждать, что это основано на каком-то источнике. Я не видел никакого источника, который бы разрешал это. И есть 3 причины проведения церемонии завершения 3-месячного летнего ретрита. Есть 3 способа провести его вовремя, провести его индивидуально, провести его вместе с другими. И говорится, что если обещание провести время в летнем ретрите было дано на 16-й день 5-го месяца, тогда вот этот ритуал по освобождению из ретрита, который называется праварана, на санскрите необходимо делать в полнолуние 8-го месяца. Если же обещание оставаться в ретрите дано на 16-й день 6-го месяца, тогда праварана должна проводиться в полнолуние 9-го месяца. Как бы там ни было, если такое необходимо эту праварну проводить на 3-й месяц, это правильное время. И есть различия, когда начинать ретрит. Одни говорят, что необходимо начинать ретрит на 5-й месяц, в 5-й месяц по месячному календарю, а другие говорят, что в 6-й месяц по лунному календарю. В современной традиции Тхеравада этот летний ретрит начинается на 16-й день 5-го месяца. Это то, что называется Вайсак. Вайсак по-тибетски называется Сагадава. И Сагадава соответствует 3-му месяцу в тибетском календаре. И говорится, что во времена Будды говорится, что время летнего солнцестояния, то есть 21 июня, всегда случалось во время летнего ретрита. И это 21 июня обычно совпадает с 5-м месяцем по тибетскому календарю. И Yan dizu korte so duwegi shisum chale da dreba chim chadi do. Da na singi le da chogale nende yebe inna temba nebe in le da chogale nende mebe inna temba neba ma yin seje sungu yebe indu sane. Yan dizu le ang azu ki ta je shimju da nende ru chimana na
Drimindu Samsung Dripchat. That Stanata Twiggy Gaia the Shusbisi. That in a Luru Gaia says, Luru Gaia said a condition. Говорится, что на самом деле все определяется обстоятельствами, и однако, тем не менее, в том, что мы делаем, следует полагаться на источники, на учение. Поэтому, если в учении говорится, что этот ретрит должен начинаться в 5-й месяц, нам нужно начинать его раньше, так как это делается в традиции Тхеравады. И что касается длительности этого ретрита, то есть единственная причина, по которой ретрит может быть короче, связана с особыми трудностями, которые возникают во время его проведения. К примеру, мы готовимся провести 3 месяца в ретрите в затворничестве, но потом какие-то трудности возникли и создали препятствия для этого. Тогда что возникает? После нескольких церемоний суджонг, то есть либо на полнолуние, либо на новолуние может быть проведена праварана, ритуал по завершению летнего ретрита. Это то, что называется внезапная праварана. То есть обычно праварана должна проводиться через 3 месяца после начала ретрита. Но если есть причины для того, чтобы провести ее ранее, то можно провести в ретрите лишь 1,5 месяца. И это то, что называется внезапная праварана. Кроме того, есть еще третий вид правараны, которая проводится сообща к примеру, если кто-то пребывает в одиночном ретрите и возникает какая-то большая опасность для их жизни, к примеру, приходят воры, либо бандиты, и этот монах не может ждать проведения ритуала правараны, то он может просто взять все свои вещи. У них не было так уж много вещей, просто им нужно было взять свои одежды, чашу для подаяния и так далее, и прекратить ретрит. То есть он лишь когда сохраняется причина для того, что нет возможности закончить ретрит правильно, закончить праварну, тогда ретрит прерывается индивидуально, но затем в будущем монахи собираются и проводят это праварну сообща, и как бы закрывают формально этот ретрит позже. То есть когда ретрит прерывается индивидуально, монах говорит, что сейчас я не могу провести праварну, но я обещаю провести ее в будущем совместно с другими. И в этом заключается смысл этой праварны, которая осуществляется сообща. То есть по официальном окончании 3-месячного затворничества сангха соберет вместе и затем сделает этот ритуал все вместе и затем разойдется. И в чем же разница между правараной, которая проводится по расписанию, либо согласно плану, либо этой праваране, которая проводится сообща? Опять же, повторяю, разница в том, хотя они очень похожи, но разница между ними в том, что в первом случае ретрит не прерывался, он завершился полностью, были проведены 2 либо 3 церемонии обетов суджонг, то есть прошло 3 месяца, и затем праварана проводится в полнолуние либо новолуние, и заканчивается ретрит. То есть никто не может уйти с ретрита, не проведя церемонию правараны. Что же касается этой правараны, которая проводится сообща,
К примеру, ретрит начался сегодня, а завтра возникла внезапно опасность и возникла необходимость сбежать из ретрита. То есть нет этого требования провести определенное количество ритуалов суджон по ретрите и лишь потом закончить ретрит. То есть монах может убежать с места ретрита, если его жизни для его жизни возникает какая-то опасность, и затем постфактум провести этот ритуал, проваренный совместно с другими монахами. И в этом как раз и заключается разница. И более того, и, к примеру, также после и также в Баткае во время проведения Калки Гунчи многие монастыри выразили свое желание провести 3 месяца в летнем ретрите вместо 1,5 месяцев, как это обычно делается, поскольку они посчитали, что именно 3-месячный ретрит соответствует традиции Виная. И когда я услышал их решение, я посчитал, что это очень хорошо, это заслуживает поощрений. И если в будущем и другие монастыри смогут последовать этому примеру и изменить традиции, проводить в ретрите 3 месяца, я считаю, что это будет очень хорошо. И также о чем я хочу отметить, я уже упоминал, что есть эта разница между раннего ретрита сезона дождей и позднего ретрита сезона дождей. И здесь существует разница, что говорится, что если кто-то может начать ретрит в раннее время, то тогда нет возможности начать ретрит позже. То есть такой монах должен начать этот летний ретрит в раннее время, не может отложить его на более позднее время. И это лишь разрешается в том случае, если существуют какие-то препятствия для начала этого ретрита в раннее время. Лишь тогда можно перенести его на позже. Однако сам по себе такой монах не может взять и перенести его на позже. Логика в этом заключается в том, что нам необходимо прилагать усилия для того, чтобы сделать все как надо, но если у нас нет такой возможности, то нет такой возможности, соответственно, то чему учил Будда, что мы должны адаптировать свою практику к обстоятельствам. И если у нас нет возможности сделать что-то согласно предписаниям, то всегда есть исключения, благодаря которым мы можем изменить правила. Также есть другие ограничения. К примеру, говорится, что если в каком-то месте нет полных монахов, то есть нет монахов-бикшу с полным посвящением, а есть только монахи-послушники. Сами послушники не могут проводить летний ретрит, и поэтому это является препятствием для проведения ретрита. То тогда ретрит может быть перенесен. Один из примеров, каковы могут быть причины для откладывания ретрита на более позже время. И сейчас вернемся к основной теме. Вас может волновать вопрос, а зачем вообще нужно было проводить эти ретриты сезона дождей? В чем заключалась причина для этого? Причина заключалась в том, что, как я уже отмечал, сообщество монахов и монахинь постоянно путешествовало, переходило с места на место. И обычно они не имели какого-то подготовленного места, в котором они останавливались. Они останавливались на природе, просто под деревьями, в любом месте, в котором застигала их ночь. Однако сезон дождей в Индии довольно интенсивный, это очень сильные дожди. А в это время разливаются реки. Кроме того, все травы
разрастается, появляется очень большое количество насекомых, таких как москиты. Кроме того, появляется большое количество змей, которые кусают людей. И это может представлять угрозу для людей. И кроме того, что змея может покусать монаха или монахиню, но также сами монахи и монахини, если они куда-то идут в период дождей, то угроза того, что они лишат какое-то существо жизни, к примеру, какое-то насекомое жизни, возрастает. И именно все это является причиной для того, чтобы отказаться от таких странствий на этот период дождей, и провести это время в каком-то одном фиксированном месте. У нас в нашей дни нет какой-то такой причины. Почему? Потому что мы живем в монастырях, и поэтому у нас нет какой-то особой причины находиться в ретрите в одном месте. Однако во время раннего буддизма, времена жизни Будды, монахини жили в одном месте. Они постоянно странствовали, переходили с места на место, передвигались из одного удаленного места, уединенного места к другому месту. И поэтому во время летнего периода, во время сезона дождей, они не путешествовали, и они оставались в одном месте. Для нас это по-другому. Мы не чувствуем, что это что-то особое, поскольку мы постоянно живем в монастыре. И во время летнего ретрита мы также живем в монастыре. В чем разница? Для монахов времен Будды была большая разница. Представьте, они постоянно путешествовали, и лишь в эти 3 месяца, месяцы муссонов, они оставались на одном месте. Кроме того, хочу отметить, что традиция проведения летних ретритов не ограничивается лишь буддизмом. Как говорят современные индийские ученые, например, такой ученый, как по имени Гоял, что эта практика разделялась также, практиковалась и брахманами, и джайнами, и также духовными последователями традиции Дигамбары. То есть также и последователи философии вед, такие как брахманы, джайны, и практикуют этот ретрит сезон дождей. И буддисты также его практикуют. То есть это не является какой-то практикой особой, исключительно для буддистов. И это понятие летнего ретрита дословно означает следующее: пребывать в одном месте во время лета. И во все это время пребывания в одном месте сообщество опиралось на щедрость местных жителей для получения средств к существованию. И все это время монашеское сообщество жило в одном месте, и для местного населения от этого была большая польза. Почему? Потому что если сангха пребывала в одном фиксированном месте на протяжении 3 месяцев, у мирян появлялась особая возможность для того, чтобы и спросить, и получить учение. И именно поэтому летний ретрит служил роль своего рода моста, который связывал монашескую сангху и мирских последователей. Таким образом, они могли установить особую связь с практикующими мирянами, даровать им учения, разъяснения и так далее. И во время этих 3 месяцев было намного больше возможностей взаимодействовать с местным населением. Это такой определенный мост связи. И это то, о чем говорят эти современные индийские ученые, например, Гоял и другие. И по мере того, как в Индии приближался сезон дождей, монашеское сообщество прекращало странствовать и искало подходящее место для летнего ретрита. И
Перед началом ретрита мы проводим эту символическую церемонию, когда мы выходим из монастыря и проходим какой-то небольшой отрезок дороги, и затем возвращаемся. Но это лишь символическое передвижение, поскольку раньше это был действительно переход в другое место, и они меняли место пребывания. Они переходили на новое место, которое было подходящим для места ретрита. И поэтому это именно путешествие либо странствие, не просто не перемещение на какой-то небольшой отрезок, на небольшое расстояние. Итак, монашеская самка отправлялась на новое место, подходящее для ретрита, и вся сангха собиралась в этом месте в определенное установленное время. И это то, что проводилось каждый год в одно и то же время. Такова была традиция. И во время проведения ретрита монахи должны были продолжать ходить за сбором подаяний. Именно поэтому место для летнего ретрита не могло быть слишком далеко от поселения, в котором монахи могли получать подаяние, иначе у них бы не было пищи. Именно поэтому это место, которое удалено от поселения, то есть удалено от деревень либо городов, но оно недалеко от деревни и города. Есть несколько мест для проведения ретрита. Первое называется Аваса. Аваса означает просто место пребывания, а второе называется Арама. Арама означает приятная роща. То есть это места, в которых обычно монашеская сангха проводила ретрит. Они обычно оставались вместе, то есть это могло быть просто место для пребывания Аваса, либо если там рос какая-то приятная роща, тогда такое место называлось Арама. И именно в этих местах проводились эти ретриты. Они проводили в этих местах 3 месяца. И эти места не были похожи на монастыри, то есть это были просто места для проведения ретрита. Они не были какими-то постоянными местами, что-то похожее на монастыри и так далее. Но по мере того, как монашеское сообщество возвращалось в одни и те же места для проведения таких ретритов, то такие места постепенно стали превращаться в что-то наподобие монастырей, поскольку вся сангха собиралась там, проводила ритуал шаджонга, затем проводила ритуал начала ретрита, сезона дождей, затем завершение ретрита. И в результате эти авасы, либо арамы, они постепенно превращались в что-то подобное монастырей. И также, возможно, могло быть такое, что благодетели, спонсоры какой-то местности, они приглашали монахов проводить ретриты в их месте, говоря, что возвращайтесь снова, проводите ретрит в моем месте, в моем роще, либо недалеко от моего места жительства и так далее. И таким образом монастыри могли начать возникать как просто место для проведения летних ретритов. То есть это не было место, в котором монахи постоянно пребывали, и они, конечно, не похожи на то, что мы сейчас называем монастырями. Это просто были какие-то места, которые были обустроены для проведения летнего ретрита. То есть оно было какое-то место, территория, которая была
огорожено, и там были какие-то определенные возможности для проживания монахов. Но это не означает, что были построены какие-то дома, которые можно назвать монастырями. И в чем причина? В том, что монахи должны были жить так тяжело, они должны были постоянно переходить с места на место, должны были питаться благодаря получению подаяний, сбора подаяний и так далее, а также проводить эти 3 месяца в ретрите. Этот образ жизни не был легким, однако в таком образе жизни были определенные причины. Почему? В чем заключалась логика? В том, монахи должны были развивать довольствие тем, что у них было. Они должны были уменьшать свои привязанности, свои желания. Они должны были довольствоваться простой едой, малым количеством пищи. Если, допустим, они отправлялись со сбором подаяний, получали лишь большое количество пищи, они должны были довольствоваться этим. И в этом также заключалась практика. И в чем смысл? Они не тратили свое время на поиск пищи, на поиск одежды. Они посвящали все свое время практике. Именно в этом заключался смысл. В чем в этом заключается очень ясная логика монашеского образа жизни. То есть они посвящали все свое время практике дармы. Они не хотели тратить время ни на что другое. И они понимали цель такого образа жизни. То есть они со всей ясностью осознавали причины, и поэтому все было просто и понятно. Ничего в этой жизни не было, ничего сложного. И все, что монахи должны были делать, оно не занимало много времени. Все это было легко воплотить на практике. И все эти практические вещи, они не создавали препятствий для практики дармы. И сейчас Виная может казаться чем-то очень сложным, однако в начале жизнь монахов была очень простой. Лишь постепенно вводились все больше правил. И, возможно, многие правила были введены во время Будды, но возможно, что многие правила также были добавлены позже, что ученые и мастера после паринирвана Будды добавляли какие-то правила. К примеру, позже возникли буддийские монастыри, буддийские институты, такие университеты, большие сообщества монахов, и для их функционирования были необходимы определенные правила, и затем эти правила добавлялись к этим изначальным правилам Виная. И те правила, которые существовали в монашеской санкте во времена Будды, были очень простыми и очень практичными. Они позволяли в комфорте посвящать себя практике дармы. И в этом эти правила отличались, например, от правил джайнов, которые практиковали аскезу, и они были крайними аскетами, и их жизнь, возможно, была слишком сложной. И, например, также были последователи ведических практик, которые занимались самоистязанием и прочими другими аскетическими практиками, которые они усложняли жизнь слишком сильно. Буддийская монашеская сангха, она не впадала в эту крайность. То есть эта жизнь монахов, она была простой, но в то же время она не была слишком сложной. Она не впадала ни в одну из крайностей. И в этом золотая середина, в этом и заключалась практика буддийского монашеского
сообщества. Следующее, о чем я хотел бы рассказать, это практика соджонг, то, что на санскрите называется пашада. То есть, что такое практика соджонг? Это ритуал очищения, восстановления обетов. Это соджонг на санскрите пашада и ритуал освобождения из ретрита Праварана. Это два основных ритуала. И я лишь кратко рассказываю о них, я не вдаюсь в какие-то подробные разъяснения. Так, давайте сейчас глянем на соджонг, на ритуал пашады. И в том, что я рассказываю, я опираюсь на традиционные источники, а также современные источники, современные исследования. И что важно понимать, что в брахманической практике очень большое внимание уделялось подношениям, пуджам, подношениям богам. Это основная часть практики брахманической религии, осуществления подношений богам. И эти ритуалы были очень сложными. И что получилось, что в конце концов это были лишь ритуалы, лишенные какого-то внутреннего значения. И Будда не соглашался с этим. Он говорил, что в таких ритуалах не было большого смысла. И почему буддизм не получил такого широкого распространения во времена жизни Будды? То, что говорят, что все эти ритуалы не так важны, ритуалы для магов, либо божеств. Все это не важно. Важна истинная практика постижения природы ума. И это то, что многим нравилось, но последователям брахманизма это не нравилось. Они считали, что это некий отход от традиции брахманизма. И среди последователей Будды того времени были также и последователи, те, кто ранее практиковал брахманизм, те, кто хорошо знал различные ритуалы, и они считали это очень важным, но поэтому они считали, что это важно. Однако Будда говорит, что все это не важно, что важна лишь собственная практика, собственные усилия в практике, все, что необходимо для обретения освобождения и внутренняя практика, то есть не внешние ритуалы, а внутренняя направленность практики. Ритуал — это что это внешние ритуалы не являются такими важными. Все эти сложные ритуалы, усложненность, все это внешние усложнения. И это то, что появилось со временем. История брахманизма также свидетельствует о том, что сначала ритуалы были очень простыми, и затем они все более и более усложнялись, и в результате стали такими развернутыми и сложными ритуалами, которые лишь определенные люди могли исполнять. И самое главное, они жили
жизнь вместе, в сообществе, и они поддерживали друг друга, помогали друг другу. И именно на это обращается внимание в Винае. И поэтому именно с этой целью Сангха собиралась вместе для того, чтобы поддерживать друг друга, обменяться опытом. В этом главная цель. То есть монашеская Сангха не собиралась для проведения ритуалов. Какие-то ритуалы были добавлены как что-то второстепенное позже. То есть это не было чем-то изначально важным. Итак, есть много различных ритуалов в жизни буддийского сообщества, но соджонг, практика восстановления и очищения, является одной из главных. И второй по значимости можно считать праварами, ритуал освобождения от затворничества, от ретритов. И что же такое соджонг? Мы проводим ритуал соджонга в монастыре, однако если мы не понимаем, в чем заключается смысл соджонга, то нет никакой пользы от проведения такого ритуала. Говорится, что изначально это пашада, соджонг, не был буддийской практикой, это была брахманической практикой. И затем буддисты взяли эту практику, ведическую практику, и сделали ее одной из своих практик. И говорится, что изначально не было такой традиции. Это была не буддийская практика. Однако позже царь Бимбисара сказал Будде, что было бы хорошо проводить ритуал соджонг, пашады. Именно следуя этому совету Будда согласился на проведение этого ритуала. И таким образом была введена традиция проведения соджонг. И какие же текст, что провозглашалось во время этого ритуала? Говорится, что это просто самое главное учение Будды, которые повторялись несколько раз, обычно 3 раза. И именно это составляло суть этого ритуала пашады соджонг. Однако позже, по мере того, как начали возникать все больше и больше правил Винaya, то именно эти правила начали повторяться во время этого ритуала соджонг, то есть для того, чтобы не забыть все эти предписания, все эти правила, все монахи собирались вместе, и они повторяли эти правила, то есть они вместе повторяли эти правила для того, чтобы определить, если какие-то нарушения этих правил, забыл ли кто-то какие-то правила. И если кто-то обнаружил, что он нарушил какие-то правила, то он должен был признаться в этом самхе, и сангха рассматривала это нарушение, и затем решала о том, какова сложность такого нарушения, либо наказывала нарушителя, либо прощала его. И именно такие церемонии и назывались пашадой, соджонгом, ритуалом соджонг. И обычно на протяжении месяца выделяются особые дни, то есть это в период роста Луны, это 8, 15, 14, 15 дней, тогда как в период убывания
Луны — это 23, 29 и 30 день. Это всего 6 особых дней, 3 дня периода роста Луны и 3 дня уменьшения Луны. И в тибетской традиции мы тоже придерживаемся этому правилу, но у нас сейчас это 8, 10, 15, 25, 29, 30 дни. И в эти дни, в период существования буддийской общины, считались особыми. Именно в эти дни монахи собирались вместе и осуществляли этот ритуал. Почему? Поскольку именно эти дни считались то, что мы называем благоприятными днями. В небуддисты объясняет особый смысл этих дней в том, что определенные божества приходят в мир людей в эти дни, например, что Индра приходит в мир людей, и поэтому этот день является важным и так далее. Я не помню точно, но это основная причина, почему в брахманической религии определенные дни считаются особыми, благоприятными. Для буддийского сообщества это стали дни, когда они собирались вместе, и они повторяли обеты и очищали свои обеты. В тибетской традиции суджон проводится лишь дважды в месяц. И говорится, что когда монахи собираются вместе, то они, что перед тем, как был назначен день для соблюдения обетов суджон пашады, все бикши собирались и читали братья Мокши учения, и произносили учение братья Мокши. А в тибетской традиции говорится, что перед днем проведения ритуала суджон вечером все монахи и послушники собирались вместе для того, чтобы обсуждать обидharmu. И это то, что говорится в предписаниях. Однако я сомневаюсь, что это что-то, что происходит из раннего буддизма, поскольку в том, что касается обсуждения, учения обидharmu, это что-то, что было добавлено позже. И тем не менее, как бы там ни было, перед днем проведения ритуала суджон монахи и послушники готовятся и либо читают, вместе начитывают учение Пратимокши, либо то, что сейчас известно как Пратимокши сутру, либо они обсуждают Абхидхарму. И затем утром на следующий день проводится ритуал суджон. Он обычно проводится перед рассветом. Это примерно 2 часа ночи. То есть примерно в 2 часа ночи проводится этот ритуал. И, как говорится в сутрах Мула Сарвастивады, если Будда присутствовал в этом месте проведения, тогда Будда присутствовал на них лично. Если же Будда не присутствовал, тогда кто-то из монахов-старейшин присутствовал на этих ритуалах. И было разделение ритуала между монахами бикшу и послушниками. И монахи с полным посвящением бикшу, когда они проводили этот ритуал, то послушники должны были ждать, пока они закончат. Они читали Пратимокши сутру. И говорится, что сейчас в Пратимокши сутре перечислено 253 обета монаха бикшу, и они читали ее по памяти для того, чтобы
для того, чтобы напомнить себе об этих обетах. И говорится, что когда что эта Прадимакша сутра, она была сформирована лишь со временем, когда были установлены все обеты Прадимакши. Ну и когда этого просто монахи перечисляли по памяти все предписания, все обеты. Что же они говорили? Обычно мы говорим, не совершай ничего неблагого, посвящай себя практике добродетели, полностью усмири свой ум. Это и есть учение Будды. То есть это тот стих, который считается самым сутью учения Будды. Также говорится, усмирение тела является совершенным, усмирение речи является совершенным, усмирение ума является совершенным, и усмирение всего является совершенным. Бикшу, который усмирил всех, освобождается от страданий. Этот известный стих тоже говорится, что он происходит со времен Будды. И это был, возможно, именно эти подобные стихи, они составляли основу этого ритуала. И монахи читали их по памяти, и не было никаких записанных текстов. Во времена Будды все учения сохранялись устно, поэтому все монахи читали их по памяти. То есть все учения хранились в памяти и читались по памяти. И именно так и поддерживалась традиция. Что те учения, которые хранятся в памяти, они уже сохраняются в памяти, нет никакой необходимости искать их в каких-то текстах, каких-то источниках. И если мы помним правила, то мы знаем, что нам следует делать, от чего следует отказаться и так далее. И после того, как читалась сутра, эти правила перечитывались монахами Бикшу, затем приглашались послушники. И говорится, что каждое полнолуние на 15-й день проводилась эта церемония пашады, и все нарушения, которые были совершены в предыдущие 15 дней, они должны были признаваться. То есть монах должен был признаться в них все санкхи. И если ничего такого не происходило, тогда монах должен был сообщить, что он ничего не совершал, ничего негативного не совершал. И это то, что обычно совершали монахи-послушники. Они признавались перед монахами Бикшу во всех нарушениях. И это то, что проводилось в первую сессию на рассвете, примерно в 2 часа. И затем, если говорится, что если не было возможности провести эту церемонию в 2-3 часа, то самое позднее время для его проведения это было 5 часов утра. И причина, зачем так рано проводить этот ритуал? Возможно, вы спрашиваете, зачем так рано вставать для того, чтобы провести этот ритуал? Есть определенная логика. Причина заключается в том, что если такая церемония проводится рано утром, то домовладельцы, миряне не придут. Если такая церемония будет проводиться позже, то тогда и миряне могут прийти на нее. И в этом опасность, что миряне будут слышать то, что им не следует слышать. Поскольку миряне постоянно приходили в место пребывания монахов, делали подношения, просили обучения. Однако во время проведения ритуала пашады монахи объясняли рассказывали о всех нарушениях, которые они совершали. И если миряне услышат об этом, то
это может навредить их. Они могут, это может принести им вред. Они могут утратить веру по отношению к монашеской самхи. Именно поэтому говорится, что эти церемонии не должны проводиться так, чтобы миряне слушали об этом. Это должно быть что-то закрытое. Все это признание должно осуществляться тайно. И именно это делается с целью для того, чтобы миряне не утратили веру. И в чем исключение? Исключение, что если есть миряне, которые не утратят веру, когда услышат об этом, но наоборот зародят веру, то тогда говорится, что это исключение. Для мирян они могут присутствовать на таких церемониях. Например, говорится, что царь Бимбисара мог прийти на такую церемонию. И поскольку он обладал сильной верой, но обычным мирянам не разрешалось приходить на такую церемонию. И это объяснялось тем, что такая церемония является тайной, и миряне могут утратить веру. Как, например, миряне могли зародить веру. К примеру, они могли подумать таким образом: мы скрываем все свои недостатки, но монахи, наоборот, рассказывают о всех своих нарушениях и недостатках. Это удивительно. И таким образом они могли зародить веру. Но если в таких случаях мирянам разрешалось посещать эти ритуалы. И в обратном случае это запрещалось. И таково объяснение, и на этом давайте закончим сегодня.